свои задачи первые ставить первый заместитель? Насколько изменится круг вашего? Ну, как первому заместителю мне задачи председателя поставить. Какие поставить, такие будем решать. Для вас это ожидаемо? Что? Ожидаемое было назначение? Я не скажу, что оно ожидаемое было, но предполагаемое. Почему вы хмуритесь? Вас на вторую удалось хорошо. Она может и хорошая, но тяжелая, я так думаю. Вы слышите, что председатель сказал? Но хорошо, что еще есть два зама. Но очень много молодых, как с молодыми. Да. Потому что новые председатели таких комитетов. Ну, хотя и много молодых пришло, но хочу сказать, что в принципе-то они опытные, руководители это раз. Во-вторых, у нас все-таки и немало осталось депутатов со старого созыва опытных. Вот Иван Владимирович Медведев, допустим, он всегда вел бюджетный комитет, поэтому мы надеемся, что человек, который возглавит бюджетный комитет, что Иван Владимирович всяко будет помогать ему, соответственно. Владимир Алексеевич Косов тоже комитету по законодательству будет помогать. Я думаю, что в этом проблем-то не возникнет сильных. Люди, я уже разговаривал с этими людьми, я смотрю, что они быстро воспринимают, обучаемые быстро. Я думаю, что это недолго будет. В течение полугода, я думаю, они полностью войдут в курс дела. Представители других фракций очень обижены, что их обошли. Я вам так скажу, никто никого не обходил по одной простой причине. Если вы слушали, что говорил председатель, она говорила, что есть решение фракции «Единая Россия». То есть мы собрались, мы решили, и это решение положили на стол председателю. От других фракций решений не было. То есть либо они по неопытности, либо они специально этого не делают. Просто каждая фракция должна свое решение оформить в качестве документа, соответственно, и положить на стол председателю. Считаю, что вот я, например, обращаюсь всегда к другим фракциям. Независимо, маленькая, большая, все равно говорю свое мнение и как мы намерены решать этот вопрос. К сожалению, другие фракции, опять же, не знаю, хотя там и Солодина, опытный вроде депутат, они не подходят и не разговаривают пока. Но я думаю, что все равно наладится эта работа. Но еще раз хочу сказать, что обижаться надо, когда ты официально это оформил и тебе отказали. Но если вы слышали, никаких официальных документов от других фракций не было. Поэтому с колес в Государственном Совете считаю, что рассматривать только суперсложные вещи надо или какие-то там непредвиденные ситуации.